Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. В преддверии 32-й годовщины Дня Победы в Очимчирском районе прошла благотворительная акция в поддержку семей пропавших без вести героев. 1 октября после глобальной реконструкции свои двери распахнет Центральный выставочный зал. Экспозиционные площадки уже ждут своих посетителей. 27 сентября в Сухуме пройдет забег. Участникам нужно будет преодолеть 10 километров. Принять участие в забеге может любой желающий. Мы продолжаем рассказывать о событиях 32-летней давности, о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. Двадцать 23 сентября подразделения абхазской армии на Западном фронте продолжили успешное наступление. Освобождены здания средней школы номер 16, бывшего Сухумского райкома партии, второй поликлиники, кондитерской фабрики, завода газовой аппаратуры, химзавода и Сухумской телефонной станции. Абхазские бойцы приостановились на Старопоселковом направлении на подступах к зданию строительного треста номер 6. А на Новорайонском направлении у ПТУ Малого рынка и семейного общежития освобождена Сухумская гора и фуникулер. В это время на Восточном фронте 6-тысячная группировка противника, усиленная многочисленной бронетехникой и артиллерией, пошла на прорыв со стороны Очимчиры по направлению к городу Сухум. Наиболее тяжелые бои проходили в районе сел Тамыш, Нуарку и Кындых. Но все же, благодаря стойкости наших бойцов, противник не смог прорвать оборону абхазской армии. В преддверии 32-й годовщины Дня Победы в Очимчирском районе прошла благотворительная акция в поддержку семей пропавших без вести героев. В ходе мероприятия семьям из Очимчирского района было передано 370 тысяч рублей. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия уже 4-й год подряд организует подобные акции, оказывая важную поддержку ветеранам и семьям погибших. Подробности в материале наших коллег из Очимчира-Информ. В преддверии 32-й годовщины Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в администрации Очимчирского района прошла благотворительная акция для семей пропавших без вести. Спасибо, что на протяжении 32 лет есть такие организации, государства и ребята, которые на добровольных началах не забывают. И ежегодно они такие акции разного рода проводят. Но я, насколько проинформирована, впервые они решили в этом году, в преддверии Дня Победы, именно такую хотя бы небольшую поддержку сделать семьям, которые остались, которые каждый день ждут, и которые это очень тяжело, когда останки по всем христианским обычаям преданной земле, и когда семья имеет возможность прикоснуться, подойти, побыть в тишине, полить слезы, это, наверное, дорогого стоит. Но когда происходит то, что происходит с вами, и на протяжении 32 лет это мучительного ожидания, и я хочу сказать и выразить свою поддержку к вам, что мы рядом с вами.
В Ачимчирском районе общая сумма собранных средств составила 370 тысяч рублей. Мероприятие организовано сообществом водителей трансфера Республики Абхазии совместно с республиканским движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» при поддержке Министерства туризма и отдела образования и администрации Ачимчирского района. Хотим вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам крепкого здоровья и всего самого доброго. Проводим акцию уже 5-й год и хотим вот в этом году именно по пропавшим без вести. И весь Ачимчирский район, кто у нас в списке есть, мы хотим покрыть, как и по всей территории Абхазии. Каждый район непосредственно закрыт. Вот. Еще раз спасибо, что вы пришли. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазии проводит данную благотворительную акцию на протяжении 4 лет. وارخار كورتزيت وهيايرا زارجيتا بمشبقش هيايرا بحبولا رمحو أبشر شبزورا وبغرافيا زينرجولا نفسنا شاكم زادفتين شرام تنشا أيزار أجنس ينشي هيزار جزنيجي تو أبيزا أو حاول أقوله شر организация خالتلا توب حرس فرستخوب رایون همش بخین ز حال شل حرگه حقا حجو بخشر شبش او یعنی ان حد گلو حرحویس حاول اتاچر ویز باف رزمو ویز تگل ز شزمو ربوی مخر وزم ابسنرا شابم زاد یا اشتو جبا يجبو اتسخر يا اشتو بيزك زبان شغل за сделать такое здаби. Общая сумма, собранная с 2021 года, составила 4 миллиона 600 тысяч рублей. Жанна Микава, Денис Воуба, Гия Джопу, Ачимчира-Информ. В честь Дня Победы и независимости Абхазии 30 сентября Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзенба проводит традиционную акцию «Бессмертный полк». В организации акции помогают Министерство обороны Республики, Комитет по делам молодежи и спорта, школьники старших классов, студенты АГУ и Государственного колледжа, женщины-ветераны Отечественной войны народа Абхазии, а также родственники погибших. В этом году маршрут полка изменен. Отныне он будет проводиться ежегодно по новому маршруту, а в юбилейные даты маршрут остается пока прежним. Мы просим родственников погибших воинов заранее прийти к нам в музей. С сегодняшнего дня, включительно по 28-го, мы готовы выдавать им фотографии родственников. Если у кого-то есть свои фотографии дома, мы просим присоединиться к этой акции. Для сбора, для проведения акции мы будем собираться на площади Свободы. Оттуда маршрут продвижения таков: площадь Свободы, улица Айтгалара, парк Славы, естественно, улица Лакоба, Леона, Гулия и возвращаемся к площади Победы. Сбор акции предположительно в 10 часов. Начало старта, предположительно, именно акции «Бессмертный полк» 11:30. Просим принять участие в этой акции. Коллективы СОИ Федерации независимых профсоюзов Абхазии выражают соболезнования родным и близким видного государственного и политического деятеля, ветерана национально-освободительного движения, кавалера ордена Ахицапша второй степени, лауреата государственной премии имени Гулия, профессора АГУ, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Станислава Лакоба в связи с его трагической гибелью. Его безвременный уход из жизни – большая потеря для всех. Светлая память о Станиславе Засимовиче Лакоба навсегда останется в сердцах его родных, многочисленных друзей и коллег, говорится в соболезновании. К другим новостям. Чрезвычайная ситуация объявлена в Галском районе. Как сообщил замглавы администрации Джамбул Кортава, временно приостановлена работа 2 городских школ и 3 детских садов. Для обеспечения населения водой организована подача питьевой воды водовозами. Вот, значит, с 20 на 21 сентября проливные дожди прошли, смыло дорогу у нас, где главный водозабор, то, что питает город Гал и Гальский район питьевой водой.
Вот, те, что трубы идут, мосты смыло, землю смыло, трубы как остались на весу, смыло, и 500-ку трубу оборвало. Параллельно шла 700-ка труба, оборвало тоже. Сейчас, на данный момент, в городе нету воды. И сегодня мы объявили чрезвычайную ситуацию. Мы, значит, школы закрыли городские 2 школы закрыли до 2 октября, до среды следующей недели. Детсады закрыли пока не на определенный срок. Пока ведутся работы, мы уже подготовили, вот на данный момент у нас уже 3 машины водовоза есть. Сегодня российская база тоже уже свою скважину они готовят, выводят за своей территории, за забор 1 кран, чтобы люди могли подходить и заправляться. И эти 3 машины будут у нас ездить по городу, где вот более многолюдно, где секционные дома, раздавать питьевую воду. На данный момент, пока мы вот так этот вопрос решили, вот на сегодняшний день. С воскресенья на понедельник под контролем держал премьер-министр Владимир Делба, но мы своими силами не сможем это сделать. В Верховный суд поступило уголовное дело в отношении Отгура Харазия. Харази Отгур Рафетович обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом, покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, а также незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Проект соглашения между правительством Абхазии и правительством Псковской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах обсудили в режиме видеоконференц-связи премьер-министр Владимир Делба и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также обсуждался план мероприятий на 2025-2027 годы по реализации проекта соглашения. Владимир Делба поблагодарил губернатора Псковской области за сотрудничество. Прорабатываются важнейшие вопросы, которые позволят нам развиваться в социальном и экономическом плане, продолжать налаживать культурные и деловые связи, сказал премьер-министр. Современное оборудование, новые выставочные залы, сразу 2 экспозиции. 1 октября после глобальной реконструкции свои двери распахнет Центральный выставочный зал. Экспозиционные площадки уже ждут своих посетителей. О проведенных работах и о последних приготовлениях в ЦВЗ к открытию в материале Гугуц Вардания. Пожар, произошедший в январе 2024 года, стал настоящей трагедией для культурной жизни страны. Огнем были уничтожены коллекции произведений искусства, картины знаменитых абхазских художников. Совсем скоро Центральный выставочный зал вновь откроет свои двери для посетителей. Проделана большая работа. Если раньше площадь всех залов составляла 400 квадратных метров, то сегодня она увеличилась до 600. Ремонтные работы здесь практически завершены. Сейчас идет подготовка экспозиционных залов к приему посетителей. После ремонта здесь расширились выставочные площади. Теперь залы расположены не только на 1-м, но и на 2-м этаже, где ранее находилось хранилище картин. Теперь здесь все новое. Несмотря на это, подчеркнута историческая часть здания, как снаружи, так и внутри. Залы оборудованы по современным техническим стандартам, с контролем климата, освещения и безопасности. Для приема произведений искусства очень высокой категории и обеспечения их сохранности в помещениях предусмотрено все. Кроме того, в здании появилось 2 новых хранилища для постоянной коллекции. Есть возможность техническая для проведения мероприятия. Вот, допустим, у нас всегда на открытии говорили о том, что звук недостаточно хорош, да, что эта акустика, она не продумана. Но сегодня мы можем сказать, что в каждом зале уже установлены динамики. Также у нас будут на 1-м, 2-м и 3-м этаже установлены экраны большие, на которых можно будет посмотреть анонсы выставок, почитать о художнике, да, о его биографии или, может, какую-то другую информацию. Центральный выставочный зал, его такая вот глобальная реконструкция, все это стало возможным благодаря помощи, которую оказывает Российская Федерация в восстановлении объектов культуры. 1 октября здесь откроются сразу 2 экспозиции. Выставка абхазских художников и выставка «Под южным небом» из российской коллекции, посвященной Абхазии в живописи с конца XIX века до наших дней. Ее монтируют при участии ведущих специалистов в сфере музейно-выставочного дела, которые уже прибыли в республику. Коллекция, которая она собрана из федеральных музеев российских.
И главной темой это остается Абхазия в живописи. И идея самой выставки родилась буквально здесь, в январе, когда Сергей Владимирович посетил впервые этот объект, и шли ремонтно-восстановительные работы. И тогда как раз вот он озвучил, что было бы хорошо работы, посвященные Абхазии, которые в разных запасниках музеев находятся, как-нибудь привести. Но мы, конечно, не предполагали, что с этого так быстро это все возможно будет организовать. И тогда уже наши российские коллеги вышли с нами на связь с таким вот предложением провести эту выставку. Это, правда, для нас очень важный такой исторический такой вот момент. Обе экспозиции откроются 1 октября и будут доступны для посещения до 23 ноября. Гугут Савардани, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Абхазо-корейский культурный центр открылся в Сеуле. В торжественной церемонии открытия принял участие министр культуры Абхазии Даур Ковя, депутаты Национальной ассамблеи Республики Корея, представители творческих кругов, предприниматели и местные СМИ, что подчеркнуло значимость события для укрепления культурных связей между двумя странами. Основной целью нового центра является развитие и углубление культурного сотрудничества между Абхазией и Южной Кореей, создание площадки для обмена опытом, творческими проектами и гуманитарными инициативами. Данный шаг открывает новые перспективы для расширения совместных проектов и продуктивного диалога в гуманитарной сфере, что способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. Продолжается благоустройство сквера в новом районе столицы. Работы начались летом этого года. От асфальта до лавочек демонтированы все ветхие строения. Половина работ практически завершена. Проложены электрические кабели, строится фонтан с нуля. Помимо твердых покрытий, местами будет протянут рулонный газон. Здесь появятся 3 новые детские площадки для разных групп детей и многое другое для удобного отдыха горожан. Работы планируют завершить до конца текущего года. Проект реализуется в рамках побратимства с Нижним Новгородом. Демонтаж всей старой инфраструктуры, асфальта, демонтаж освещения старого. И приступили к строительству. На данный момент сейчас уложено у нас твердых покрытий в районе 70% от общего объема. Также у нас 80% выполнена прокладка электрических кабелей под новое освещение. Также ведем работы по спилу деревьев, сейчас уже коронации деревьев, и наводим, в общем, красивый вид, наводим чистоту в сквере. Также у нас идут работы по монтажу фонтана. Уже покрытие фонтана готов хозблок для оборудования фонтана. Остаются финишные работы по монтажу системы фонтана самого. У нас по скверу будут располагаться тоже разные элементы МАФов. Это будут у нас всякие столы для игры, какие-то настольные игры. Это у нас будут шезлонги, это у нас будут скамейки на подвесах. Также в конце сквера, за вами в самом конце, будет у нас стационарный туалет, которого здесь нет. Будут организованы пешеходные переходы в определенных местах. Также высажено огромное количество новых растений. Все идет по плану, наши работы должны завершиться 1 декабря. Круглый стол, посвященный перспективам партнерства Союза женщин Абхазии и России, продолжил свою работу в Сухуме. Встреча представительниц Союза женщин двух стран прошла впервые. Женщины поделились опытом работы, рассказали об акциях и проектах, реализованных организациями, поговорили о перспективах сотрудничества. Как отметили участницы встречи, абхазских и российских женщин объединяют общие ценности, которые важно сохранять и продвигать. И все, что мы сегодня будем говорить, чтобы не было ложного представления, не было, знаете, бывает же так, приехали нас учить, не учить, клянусь вам, поделиться тем, что у нас есть, поделиться своими ошибками, которые мы прошли и преодолели, чтобы не изобретать велосипед, поделиться тем, с чем мы сталкиваемся и что нам сегодня приходится преодолевать, поделиться и рассказать то, во что вовлечь вас, пригласить вас, и, может быть, совместно мы будем действительно какие-то делать акции, проводить проекты, помогать людям там, где нужны мы друг другу. И я вчера сказала, и сегодня повторюсь, мы делимся друг с другом. Закон людей, теплообмен. Мы говорим вам,
о том, что чем мы живем. И очень рады будем слышать, и когда организация «Союз женщин Абхазии» наберет обороты, какой опыт есть, какие есть вопросы, проблемы, потому что мы всегда, честное слово, готовы прийти на помощь, готовы разделить радость, а как известно, беда делится, когда на всех, это маленькая беда, а радость, когда делится на всех, это большая радость. Вот я считаю, что сегодня у нас большая радость, то, что мы вместе. Собственно, мы и созданы, и мы работаем, и мы себя, как организация, ощущаем как... не побоюсь этого слова, без ложной скромности, как мощную поддержку государства в решении вопросов и проблем, которые существуют на местах. И отсюда наши акции. Они не придуманы откуда-то с потолка, они взяты вот от нашей жизни. Свиной грипп в Абхазии не зарегистрирован, сообщил нашей программе главный эпизоотолог страны Олег Теремков. Ранее глава Гулрипшского СЭС Ирина Степанова в интервью радио «Спутник Абхазия» заявила, что в приграничных районах республики выявлены случаи свиного гриппа. Олег Теремков пояснил, что в начале лета в Кадорском ущелье имела место массовая гибель свиней. После исследования была выявлена причина – классическая чума свиней. Чтобы избежать распространения данной инфекции, соответствующими службами были предприняты все необходимые меры. Свиной грипп на территории Республики Абхазия не зарегистрирован государственной службой после военный период. Работники санитарной службы, эпидемиологической службы, они никогда не ставят диагнозы сельхозживотным. Это не их работа, не их прерогатива. Вот почему этот санитарный врач говорит диагноз на каком основании. Потому что прежде чем сказать, что какой-то диагноз у животного, нужно хотя бы как минимум анамнез, клиническое патологоанатомическое вскрытие и лабораторное заключение, чтобы тогда уже говорить о диагнозе какого-то заболевания вида животного. На территории республики, так как имеется сельхозживотные, в том числе свинопоголовье, да, среди свинопоголовья встречаются такие заболевания, как классическая чума свиней, пастереллез, рожа. Вот. Они регистрируются государственной ветеринарной службой, имеют свою периодичность, сезонность. Мы почему с ней сталкиваемся? Потому что население наше, оно его не профилактирует. Государством выделяются средства на острые инфекционные заболевания, которые опасны как для человека, так и для животных. Это сибирская язва, это ящур, бешенство, диагностика бруцеллеза, диагностика туберкулеза. Вот эти лекарства, которые выделяются, вот, наши ветеринарные врачи районов производят вакцинации. Вот, мы вакцинируем животных для того, чтобы предотвратить эти заболевания, потому что они напрямую связаны с заражением людей. В Сухуме стартовала спартакиада школьников среди учащихся столичных школ. В общем числе в спартакиаде принимают участие 200 детей с 1 по 11 классы. В день открытия прошла эстафета. Первое место завоевали учащиеся 3-й столичной школы, 2-й, 4-й школы и 3-я у 5-й школы. Спартакиада проводится 24-й год подряд, а классическому соревнованию эстафете исполнилось 50 лет. Добрый день, уважаемые коллеги, родители, гости нашего мероприятия. Сегодня мы открываем 24-ю спартакиаду школьников города Сухум. Традиционно первые соревнования называются «Здравствуй, школа». По традиции в ней участвуют все ученики с 1 по 11 класс. Первый этап у нас бегут девочки 1 класса, затем мальчики и так далее. Все нечетные этапы бегут девочки, а четные мальчики. Финишируют девочки. Вот первый этап. Вы будете передавать эстафетные палочки друг другу. Понятно? Главное не потерять палочку и принести на финиш первыми. Та команда, которая первыми закончит эстафету, будет награждена кубками, медалями и грамотами. 27 сентября в Сухуме состоится масштабное культурно-спортивное мероприятие «Маршруты здоровья. Дорога Диаскуров». Забег организован при поддержке администрации президента и начнется с площади Свободы. Участникам нужно будет преодолеть 10 километров. Принять участие в забеге может любой желающий.
Хочу пригласить всех на мероприятие, которое пройдет 27 сентября, в день освобождения города Сухум. Здесь, на площади Свободы, в 8 часов утра пройдет регистрация медобследования. В 9 будет дан старт мероприятию. В 11 часов будет ярмарка организована на станции ГУМа, а также мастер-классы для детей и взрослых. Считаем, что данное мероприятие, правда, очень интересное, потому что оно, во-первых, не проводилось ранее еще, во-вторых, оно действительно совмещает и культуру, и спорт, и интеллектуальную составляющую, то есть это не просто физическая активность, это еще и элементы интеллектуальных задач здесь представлены в каждой точке маршрута, а маршрут у нас довольно серьезный, это приблизительно 10 километров. Пройти его непросто, но будет, я думаю, интересно. Прохождение маршрута должно происходить исключительно по тротуарам. Оцениваться будет креативность выполнения заданий, быстрота выполнения заданий и командный дух. Здесь мы надеемся, что команды будут веселые, собранные и нацеленные на результат. Это возможность не только проверить там свои силы, но и весело провести время. В инициативе команды Абхазии при поддержке президента 26 сентября в Абхазии пройдет республиканский субботник. Организацию и проведение субботника в Сухуме обсудили в столичной мэрии. Распоряжением Тимура Агарба создан городской штаб по организации работы и проведению акции. Начальникам муниципальных учреждений администрации города поручено привлечь население к участию в акции, а также рекомендовать владельцам частной собственности провести санитарную уборку закрепленных территорий. Департаменту экономики и транспорта поручено рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать и провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях. Департамент ЖКХ выступит ответственными за организацию и обеспечение участникам акции мешками для сбора мусора, инвентарем, перчатками, транспортом для вывоза и размещения ТБО на полигоне. Вячеслав Попов, финалист конкурса «Команда Абхазии», участник группы «Экологическое благополучие Абхазии», приглашает всех присоединиться к акции, чтобы День Победы наша республика встретила во всей красе. Группа «Экологическое благополучие Абхазии» занимается мониторингом локаций стихийных свалок в Абхазии и организовывает субботники для их уборки. Все подробности можно узнать в телеграм-канале группы «Экопатруль Абхазия». Этот субботник посвящен Дню Победы 30 сентября. И в этот день мы планируем убрать все памятники Отечественной войны 92-93 года, памятники Великой Отечественной войны, скверы, набережные, парки, места скопления мусора. И призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к нам и принять участие в этой акции, сделать Абхазию чище. И в завершении выпуска о погоде. В среду 24 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.